Легкий заработок в короткие сроки – вот что обещают своим клиентам многочисленные брокерские компании. Жажда легкой наживы дурманит голову, и начинающие игроки верят каждому слову своих наставников в сфере инвестиций. Этим ажиотажем пользуются преступники и обманывают своих клиентов. Как избежать статуса жертв обмана? В рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, один из самых ненадежных способов поправить свое финансовое положение. В попытке легкого заработка люди очень часто остаются ни с чем. И еще хуже, когда на эти цели они брали кредиты и теперь вынуждены возвращать огромные долги банкам. 54-летняя жительница Вуктыла увидела рекламу с сайта. Специалисты якобы оказывали помощь в проведении операций на биржевой площадке. Поверив на слово обещаниям, женщина зарегистрировалась на онлайн-ресурсе. В анкете указала не только свои персональные и контактные данные, но и сведения о своей банковской карте. Привязка к аккаунту нужна была якобы для зачисления процентов от прибыли. Только позже жительница Коми осознала, в какую глубокую финансовую пропасть попала она. Злоумышленники, пользуясь предоставленными ею данными, оформили на имя женщины кредит почти на 900 тысяч рублей. Еще раз напоминаем жителям республики, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам информацию о себе или же реквизиты своей банковской карты. Для зачисления денежных средств на ваш счет собеседнику достаточно знать только номер вашей карты. Если вас просят назвать или записать пин-код, 3 цифры с обратной стороны, дату действия карты, знайте, вас обманывают. Не удалось заработать на бирже и жителю Ухты. В сети интернет он наткнулся на рекламу сайта eurocomtrade.fm, специалисты которого якобы консультировали в проведении операций на биржевой площадке. Незнакомцы убедили начинающего финансиста, что чем больше он вложит денежных средств, тем ощутимей будет прибыль. Мужчина перевел 200 тысяч рублей. Через некоторое время захотел вернуть свои деньги с электронной площадки. В ответ ему сообщили, что для этого необходимо оплатить 15% от суммы. Только тогда ухтинец догадался, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Жителям региона стоит уже научиться быть более бдительными и ответственными по отношению к своим сбережениям. Если речь идет о передаче ваших денежных средств в чужие руки. Кроме того, не стоит доверять незнакомцам, обещающим быстрый заработок в короткие сроки без каких-либо трудностей. Прежде чем начинать играть на бирже, стоит почитать отзывы других пользователей платформы. Возможно, после этого желание быстрой наживы вас приутихнет. А жительница Книжпогосского района решила подзаработать на пенсии, при этом имея образование в сфере бухгалтерской деятельности и финансов. Она сама специально искала в сети интернет специализированные ресурсы, где ей предложат играть на бирже. Нашла и в общей сложности отдала аферистам более $500 000 рублей, переводя их на номер счета, который получила по электронной почте от псевдосотрудника биржевой платформы. Только потеряв деньги, потерпевшая стала читать многочисленные отзывы других обманутых клиентов. Но было уже поздно. Многие ошибочно думают, что игра на бирже – занятие простое и колоссально прибыльное. Но на самом деле, чтобы начать зарабатывать на финансовом рынке, надо многому научиться. У начинающих трейдеров шансов потерять сбережения намного больше, чем сорвать куш. Опасность кроется прежде всего в посредниках, которые либо обдерут вас как липку, либо из-за своего дилетантства проиграют все торги и вгонят вас в большие долги. Поэтому прежде чем пускаться в авантюру, трижды подумайте, а нужен ли вам такой журавль в небе.